возле Соловьевска, в общем, и от него началась гравийка. Вот, наверное, скорее всего, до Альдогоя. Тут еще выемка не закончена. Идем по гравийке уже 30 километров примерно. Все, стройка в полный рост, все по гравию. Чуть-чуть дороги. Макс тут, если что, к нему идите, смотрите, он там все от начала тут вообще заснял. Но это сейчас мы будем спускаться еще, получается, долго. Потом где-то Альдогой начнется. Вот, наверное, с Альдогоя начнется асфальт. Потому что его прошлой осенью, видать, доделали, чтобы хотя бы машины поехали. А может быть, сейчас асфальт начнется. Поглядим, едем, пока все отлично, погода тут супер. Трясемся, холодильник дал о себе знать. Вольвовский начал тарахтеть тут на этой дороге. Спросил он по рации у него, где асфальт вообще. Дружище на воле навстречу проехал в канале. Да, спрашивай. А подскажи, асфальт-то когда начнется? А вот скоро, километров 2 начнется. А, понял, принял, спасибо. Ну, в общем, вот так вот, 2 километра. Не разгоняйтесь, она такая дорожка-то, блядь, обманчивая. Да-да. Да, давай, удачки тебе. Нет, тут вообще как бы стиль европейской езды не подходит. Тут летать, чтобы выскакивать там на подъемы, тут это не прокатывает. Тут все подъемы как бы местные ездят. То, что вниз, снизу воткнул, до верха доехал. И переключения, это такое себе. Есть вариант там остаться, переключать. Но это может там механики больше касается. Там у нас-то робот этот быстренько вставляет передачи, но все равно никак не рекомендуется так делать. Ну, по большому счету, кто здесь катается, они все знают город, каких передачах, с каким весом, проблем у них нету. А когда первый раз, конечно, можно и постоять везде. Не знаю, что куда ехать, короче, трясет по любой траектории. Нет такого, чтобы накаталось там что-то. Такой грохот, наверное, на телефон запишется. Это холодильник дает. В принципе, кроме холодильника, так, в принципе, тишина. Ну да, только Особо, да. Холодильник что-то разошелся, я не знаю. Может, в натуре тогда взять большое полотенце под него. сейчас сделаю. Просто тоска по родине. У Вольво сейчас. Расход пока я обнулил расход, чтобы якутскую трассу чисто по расходу посмотреть. Сейчас у нас расход 64,9 на 100 километров. Вот так вот. Прямо заготовка дровишек. И такой лес на дрова пилит прямо, слышишь? Качественно. Так, и вот мы начинаем на подъем. И вот это, кстати, вот старая дорога и есть. Получается, этот участок, видите, до Альдогоя от Соловьевска еще в процессе строительства. И начинается асфальт от Инагли. Оп, оп. Ну, сейчас по километровому столбу скажем, сколько километров было. Получается, 31 километр это у нас Соловьевск, там за ним кончился асфальт. Начался. Что нет километров в сторону. Красиво, живописно, все родное. Да, наверное, здесь надо подспустить на передние колеса еще. Мне кажется, 8, они у нас не на, у нас же они такие
такие ХЛ, типа серия, типа с высокой нагрузкой, там 10 тонн на ось, типа, а у нас 6 показывают, и они 8 накачаны. 58-й, соответственно, 27 километров гравийки. Примерно. Ну, для того, чтобы размяться ходовой, отлично, достаточная дистанция. Так, ладно, что такие нарезки, не знаю, делать. Посмотрим дальше, что там интересное. Вот еще небольшое включение. Вот мы заходим. Сейчас вот эта реконструкция полностью прошла. Перевал Альдагой здесь раньше был. С этой стороны как бы он был такой затяжной подъем, как бы не сильно крутой. А с той стороны, получается, были тещины языки, как бы уклоны. Он был сам по себе узкий. И как бы он сложный тоже перевал был. Но из-за того, что тут такая логистика, груженными туда машины идут, а назад в основном пустыми, как бы еще прокатывало. Но мы этот Альдагой проходили всегда груженными на трале, потому что там что-нибудь в Амурскую область везти там. Ну, ни разу я там не сгонял, не стоял на нем. Бульдозеры, ничего. И вот, наверное, внизу вот эта дорога на Альдагой старая, да? А вот это новая насыпь и выемка, а мы, наверное, вот там поднимались. Если видите, вот тут в стороне заход, но отсюда он такой плавный был. И потом вот такие спуски пошли. Сейчас, может, будет видно, будет этот серпантин там сбоку. Покажу. Тут машина, в принципе, садится, но тут 5% написано. И вот мы как бы взлетаем. Тут тоже было где-то, выкладывали, медведя сидели возле на дороге, их кормили. По-моему, это было на Альдагой или где-то вот на той выемке. И потом в итоге трагично все это закончилось. Эти жалко мишек. Мама с 2 медвежатами все время тусовалась. Даже вот прошлым летом это было. Видео даже есть, их кормят все здесь. И вот их прикормили, а потом ночью кто-то сбил. Сначала медвежонка, потом маму сбили машиной. И потом вот этот маленький один остался. Его, он тоже, видно, под машину попал. Он ходил хромой тут один. Так вот. Прикормили. Да. Не кормите же диких животных. Конечно, им там по лесу ходить искать. Тут метель метет какая-то. Вот это вот Альдагой раньше был. Но он был там правее. Тут снег сметает. Ну вот на месте стоим. Да, снег навстречу идет. Ну да, все срезали, огромную работу тут провели. Такая вот, представьте, высота горы, а с той стороны мы, наверное, заходили. Ну, сейчас я гляну. На Урале сейчас такие же работы происходят. Да, это открыли, дорогу открыли осенью. А до этого здесь были объезды какие-то. Сейчас пониже передачу. На 8-й. Там ремонт. Это, нет, это российский знак. Уже подсела дорога. И вот она. Что-то не видно, где тут выходы. Вот он, Альдагой сбоку был. Вон он, одна петля. Вот это как раз петля там прямая, первая петля, вот где уклон отрицательный. И вот где-то мы над ней, получается, построили. Ну, я сам увидел, конечно, вам придется поверить на слово. А вон, смотри, вон идет полоса. Нет, то полоса, скорее всего, вон ту антенну что-то делали, обслуживать. Тропа какая-то там на 66-м газоне или на Гусеничном заехали. И вот там вот были, ну он, получается, вот там в стороне остался. А это мимо все пошло. Сделали его таким, видите, пологим. Всё. А раньше тут было ай-яй-яй. Да, видно, вот она дорога. Ну, не знаю, могу телефон снять.
петля в лесу. И вот она, наверное, под нашу насыпь сейчас уходит. Где-то вот здесь, вот в этом фарватере. И спуск был, ну, да, вот петли петляли. И Альдагой называется, там внизу будет река Альдагой. И после него вроде как поровнее пойдем. Тынду тоже сделали объездную, раньше там ехали тоже такой подъемчик был прямо на выходе из Тынды, когда в эту сторону. Ну, в целом потихоньку, да, развивается. Вот 10 лет я тут не был, даже больше. Гравийка, потому что мы 30 километров проехали максимум. Да. Это все было до Тынды. Тында, потом асфальт такой советских времен, еще чуть-чуть перед Тындой. Начинался километров за 15, может, да, и за Тынду. Аэропорт проходишь и опять дальше все. Вон она внизу. Дорожка, она вот раз и зашла под нашу, под эту насыпь основную. В общем, такое короткое включение. Ситуация на Альдагое доложена. Еще раз привет всем. Не знаю, прошлое видео кусочек записал, микрофон не включил. Не знаю, как будет слышно. Сейчас с микрофоном. В общем, едем опять гравийка. Значит, после Соловьевска было 30 километров гравийки, потом асфальт, Альдагойский перевал прошли. И началась гравийка, написано 30 километров, да? 30 километров гравийки до нас. 18. 18. Вот, скачем. Это уже где-то от поворота мы проехали 125, наверное, километров. Короче, нормально. Расход 60 литров снизился. Километровый столб. В целом, как бы нормальная дорога, едем. Не спеша. 142 проехали от поворота. Ну, от поворота, наверное, меньше, потому что там сразу от Невера километраж идет, а он как бы за кольцом с воротом. Вот тут наледи, глянь, какая коричневая. Тут прямо наледи на любой вкус. И огромные тут аж льды поднимают, и все. Что такое? Не знаю. Многие навстречу изредка попадаются. То есть я думаю, проблем у нас не будет, даже не придется цепи поднимать. А, вот этот крутоподъемчик, слышишь? Сейчас будем штурмовать. Тут уклон хороший прямо. И наледь вот на дорогу лезет, видишь? Что, блин, конкретно слышу там. Щебнем ее загораживают. Да, сейчас на механику надо. И разогнаться. 25. А? 25. Первый тест, да. А он, кстати, вон во льду, видишь, на скорости. По встречке, говорят, надо идти, когда на такие подъемы. Понятно, там тебе кажется, что он сильно крутой. Нормально все должно сильно. Да ну камни торчат на максимум. Видишь, шлифовывали там. Вот сильно трясет, тут сцепление такое с дорогой просто отсутствует. Ну так мы сейчас встанем. Делай 30, чтобы полететь. Да еду, я пятую сейчас включу. Давай. Просто по камням шлифует. Да не, зайдет. Просто скорость надо было сразу изначально поменьше, не пытаться. Сколько там. скоро сейчас? Я не знаю, у меня включен термометр. Сейчас. Быстрее до скорости. Да не, скорость-то низкая. Вот, так мы сейчас устанем, походу. 20. Щебеночек. Да не, да, щебеночек сейчас. Летяй поднят полностью? Не вижу еще. 17 скорость. Ря какой уклон. Кто-то шлифовал просто рыл. Яму вырыл. Нормально, Не, нормально, идет. 13 Я есть. вон клацаю. Лентяй, что ли? Не, а он не поднимется, может не куваться до 30. Вообще Он всё, пошли. 13,2. Ну просто Щебеночек. можно снизу было получать. Заметил, пятая передача, да, на какую крутизну идет. Да. И обороты как бы были 1300, 400, понял? Вообще жестко. Получается, надо просто, если такая крутизна, то
сразу пятую можно включать и ползти, понимаешь, равномерно. А то мы, получается, я быстро поехал, да, там видел такие галыши прямо торчат из дороги, она пропрыгивает по ним. Ну, так Получается, рвется скорость. резина, когда шлифуют, и такие баллы. Ну там скальника не было, они такие гладенькие. Да. Ну зашли, это прям крутой подъем, но это всего лишь 9%. Вот И такой это там. еще не Якутия. Ну там будут 12 через один просто. Там Нагорный, от Нагорного, потом аэропорт, потом тот же ГИД, потом там получается еще где. Так Много еще. быстро не вспомнишь, но то такие прямо, что которые прямо висят там все чуть что не так, если с погодными условиями. В общем, такие дела. Скачем дальше. По дорожке 40 едем. Все нормально. Ну, буду так вот частями нарезать, чтобы было хронометраж нормальный и все.